16 и 17 июля православных верующих столицы Коми ждет большое событие. В Сыктывкар привезут ковчег с частицей мощей святого Сергия Радонежского. Реликвия будет находиться в Свято-Стефановском кафедральном соборе, а само событие приурочено к празднованию Русской Православной Церковью 600-летия со дня обретения мощей преподобного. Владимир Кривцун продолжит. За свою чистую жизнь отец Сергий удостоился великих даров и сам мог совершать чудеса. Троицкий монастырь стал духовным центром московских земель. Из разных мест шли за помощью люди. Каждый получал совет, либо исцеление от недуга. Однажды преподобный на глазах родителей воскресил их умершего сына. Авторитет старца был очень высок у современников. Он умел действовать тихими, кроткими словами на самые ожесточенные сердца и примирял враждующих князей. Не все, наверное, знают, что Сергий Радонежский и Стефан Пермский были духовными братьями. Они были друзья, современники с нашим святителем Стефаном Великопермским чудотворцем. И когда однажды святитель Стефан проезжал на очередное совещание с великим князем, и преподобный прозрел через эти все километры, что идет святитель. Он встал за трапезой, будучи находясь, встал и поклонился, что мир тебе, святителю Божий. Тот же святитель тоже ему поклонился, следший с повозки на конях, когда он ехал в Москву. Ну и это все проследили. На этом месте вырос целый город – Сергиев Посад. И уже несколько веков великому множеству людей дарят радость и надежду кресты и купола Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Сегодня это духовное сердце России. Монастырь объединяет весь наш многонациональный народ. Да что там, весь мир. Не зря здесь так много гостей даже из Китая и других государств. Что их привлекает? Может быть, возможность понять что-то главное в жизни? Многие священники учились в местных семинарии и академии. Я сам учился в Московской духовной семинарии, и наверняка все знают так называемый Матвеевский хор, который был под управлением уже ныне покойного, Царства Небесного, архимандрита Матфея Мармыля. И даже профессионалы, когда слушали его, они удивлялись, что вроде бы поют студенты, да, большинство из которых не имеют никакого музыкального образования, консерваторского, или даже обычного училища музыкального. Есть какие-то огрехи в плане тональности, но в целом хор звучит так, что просто мурашки бегут по коже. Имя отца Матфея Мармыля, архимандрита и регента хора Троицы Сергиевой Лавры, хорошо известно не только специалистам по церковной музыке, священникам, но и светским музыкантам. Для многих людей, как в нашей стране, так и во всем мире, русское церковное пение ассоциируется именно со звучанием хора Троицы Сергиевой Лавры. Сотни учеников Московской семинарии и академии пели под его началом. Многие из них в настоящее время в разных местах страны и мира продолжают дело своего учителя, несут людям и Богу православное пение. В их числе и отец Алексей Муравский. Он приехал в Сыктывкар в 1997 году. Поступил в наше духовное училище. Дальше учеба в Троице Сергиевой Лавре. После вернулся в Сыктывкар. В 2005 году принял священный сан, 15 лет отслужил в Свято-Вознесенском храме местечка Кируль, а теперь, по благословению владыки Петерима, восстанавливает храм в местечке Лесозавод. Отец Сергий тоже учился в обители преподобного Сергия. Признается, учеба в духовном центре России дала ему многое. Но главное – вдохновение и желание служить своим ближним. В Свято-Вознесенском храме началось мое воцерковление. Я еще пришел ничего не знающим прихожанином, служил уже 2 года, был приглашен в
клир, священство Свято-Вознесенского храма. Если есть призвание, это радостное дело, отдавать себя служению Богу, быть Ему полезным, иметь возможность помочь людям, как-то повлиять на их спасение. Учениками и духовными друзьями преподобного Сергия Радонежского было основано более 40 монастырей, из которых вышли строители еще 50 обителей. Но его дело продолжает жить и поныне. Наши современники тоже строят церкви, восстанавливают храмы. И все заветы Сергия Радонежского они трепетно соблюдают. Владимир Кривцон, телеканал «Юрган».